К другим темам проблему трудовой мобильности граждан обсудили сотрудники Департамента занятости Якутии. Совещание носило статус выездного и состоялось на территории Махсоголовского цементного завода. Как же решить проблему нехватки кадров, узнал Александр Лебедев. За последние 2 года в республике рост численности занятого населения, отмечавшийся в 2011-2013 годы, приостановился. На Дальнем Востоке мы занимаем 8-е место по уровню безработицы. Основной причиной сохранения высокого уровня безработицы в Якутии является ярко выраженный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. В связи с этим главой республики принято решение на первоначальном этапе активизировать внутреннюю трудовую мобильность граждан. У нас в сельской местности очень много людей не занятых, либо работающих на низкооплачиваемой работе. Сегодня в промышленных предприятиях и особенно в крупных промышленных центрах имеются определенные рабочие места с привлекательной заработной платой. И сегодня правительство по поручению главы республики занимается именно созданием механизмов по поддержке, во-первых, самих граждан, которые будут трудоустраиваться в этих предприятиях, и предприятия, которые будут их трудоустраивать, для того, чтобы мы смогли, допустим, в сельской местности направить трудовые ресурсы в промышленные предприятия. Первым предприятием, куда направят работников из сельскохозяйственных улусов, будет Якутцемент. Сегодня представители из улусов увидели своими глазами производство якутского цемента. Предлагается создать такие рабочие места с возможностью трудоустройства из других улусов на базе Якутцемента. Но если эти условия все притворятся в жизнь, я думаю, что молодежь может тут работать. Мероприятия по повышению трудовой мобильности граждан будут реализовываться по 3 направлениям. Привлечение местных кадров на постоянную работу на промышленные предприятия, где предусматривается оплата проезда, аренда жилья и так далее. Второе направление – трудоустройство вахтовым методом, где будет оказана поддержка по переезду. Третье – стажировка в промышленных предприятиях. У нас в цементной отрасли такое получилось, что республика цемента не хватает, мы строим новый завод. Тогда спрашивать, с кем мы строим, какими силами. Пускай будет 50% великие специалисты, монтажники, электрики, там, пожарная сигнализация, кто делает. А есть много разной работы, которую можно выполнять на самом деле силами близлежащих районов, людьми элементарно, я уверен даже. Только надо им уметь обучать их, когда надо, обучать на месте можно. По окончанию совещания между Якутцементом и Департаментом занятости населения республики подписано соглашение. Александр Лебедев, Александр Ярков, НВК Саха, Хангалский улус.